Бишкек должен превратиться в город с развитой инфраструктурой и встать в один ряд с ведущими столицами мира. Такое задание мэру Бишкека дал президент Кыргызстана Курманбек Бакиев на открытии первого в стране светомузыкального фонтана. Мэрия принялась за работу. В планах строительство крупных транспортных развязок, небоскребов, бизнес-центров. О том, каким станет Бишкек и как это будет достигнуто, рассказывает вице-мэр Андрей Филатов. В этом году во всех парках уже установлены светильные приборы, установлены скамейки, установлены мусорные контейнеры, урны. В этом году мэрия города Бишкек планирует сделать реконструкцию 15 столичных дорог. Это дороги, которые находятся в разных районах столицы. По реконструкции дорог мэрия города Бишкек планирует в этом году потратить порядка 500 миллионов сомов. Данные средства давно не выделялись, и дороги столичные пришли действительно в состояние, которое не подвергается никакой критике, так как тот ямочный ремонт, который производился в последнее время, производился, во-первых, не совсем качественно, во-вторых, поверхностно. Мэрия города Бишкек планирует в этом году начать строительство южной магистрали, которая соединит улицу Алма-Атинскую с проспектом Мира, тем самым создать первое транспортное кольцо. Планируется строительство 7 улиц в 7 жилых массивах. Сегодня мэрия города Бишкек стремится внедрить так называемую зеленую волну, которая была еще в советские времена, что даст возможность при соблюдением водителям определенного скоростного режима не находиться на перекрестках, а все-таки двигаться в заданном направлении. Что касается других направлений, которые сегодня осуществляются в городе, одним из основных является доступное жилье. Дело в том, что за последние годы в республике не строилось достаточного количества квартир. Мы начали реализовывать программу по строительству с долевым участием граждан. 20% от построенных квартир будет выделяться как социальное жилье для незащищенных слоев населения, которые не имеют возможности себе приобрести жилье. Остальные квадратные метры будут распределяться среди дольщиков, то есть это граждан нашего города, которые работают в муниципальных, государственных органах и не могут себе приобрести жилье по коммерческим расценкам, но будут его приобретать по себестоимости, так как они будут участниками строительства.